الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Хвала Аллаху Субханаху ва Тааля. Продолжаем с вами изучение суры Лукман. И последний аят, о котором мы говорили на прошлой лекции, 8 аят, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна аллазина аману ва амилу ссалихати лахум джаннатун наим». Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные поступки, им уготованы райские сады блаженства. Джаннатун наим. Мы с вами пояснили, что означает слово джанна, джаннат, слово сад с арабского, основу которому покрывать, так как человек, который входит в сады, он покрывается листвой, деревьями, кустарниками, которые там растут. И эти сады, сады блаженства, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Блаженство всестороннее, наслаждение для души, услада для очей. Это сады, в которых будут пищи, еда, которую никто не вкушал, будут то, что никто не видел, не слышал и даже не приходило на ум ни одному из людей. Где не будет болезни, усталости и не будет дел, которые когда-либо наскучат человеку. Это райские сады, в которых люди будут пребывать вечно и никогда не устанут, никогда не захотят сменить эти места на другие. Как об этом далее говорит Аллах Субханаху ва Тааля в 9 аяте: «Халидина фиха ва'да Аллахи хаккан ва хуа аль-азизуль хакиму». И они будут пребывать там вечно. Вечность, то есть не будет этому конца. Как в других аятах: «Халидина фиха абада», говорит Аллах Субханаху ва Тааля, они будут пребывать там вечно. И часто это повторяется. И тут это указание на то, что человек может сделать выбор. Либо он выберет эту мирскую жизнь, которая длится короткий промежуток времени, да, в среднем 60-70 лет, да, и куда меньшая часть из этой мирской жизни, она приносит человеку наслаждение и удовольствие. И более того, наслаждение и удовольствие этого мира, оно несовершенно неполноценно, зачастую сопровождается недостатками, проблемами, переживаниями. У человека может наслаждаться тело, но душа может переживать. Либо человек может быть духовно спокоен и испытывать духовное умиротворение, но тело при этом его может иногда подводить. И вот перед каждым человеком стоит выбор. Либо вот этот мир с его несовершенным, низменными, кратковременными, малочисленными наслаждениями, либо ахират, джаннатун наим, райские сады блаженства, где блаженство совершенное, абсолютное, где нет никакого недостатка, и оно будет вечность. И, конечно же, разумен тот человек, который выбирает вечность. Ведь что такое 60-70 лет в сравнении с вечностью? Что такое вот эти кратковременные наслаждения, удовольствия, несовершенные, неполноценные, в сравнении с теми блаженствами, с теми наслаждениями, благами и подарками, которые уготовлены богобоязненным рабам Аллаха Субханаху ва Тааля в райских садах? Это абсолютно несоразмерные вещи. И Аллах говорит: «Халидина фиха», они будут пребывать там вечно. «Ва'да Аллахи хакка», согласно ва'д,
обещанию Аллаха Субханаху ва Тааля истинному. Аллах Субханаху ва Тааля, ему, как говорят толкователи Корана, ему достаточно сказать, что они будут пребывать в раю вечном. Сказать людям, богобоязненным, будете уверовавшими, совершать благие деяния, будете в раю вечном. Этого достаточно, ведь Аллах Субханаху ва Тааля, Он всемогущий, Он справедливый, Он правдивый и никогда не обманет. Однако здесь Аллах Субханаху ва Тааля усиливает свое утверждение, свои обещания, говоря «Ва'д Аллахи хакка». Ведь это есть обещание Аллаха. Эти райские сады, кто о них вам поведал, кто вам их обещал, кто вам сообщил о них? Сам Аллах Субханаху ва Тааля. А раз Аллах сказал, это Его обещание, и оно истинное, оно ненарушимое. Аллах говорит в Коране, «Инна Аллаха ла юхлифуль ми'ад». Воистину Аллах не нарушает своего обещания. Нарушение обещания может ввиду двух причин произойти. Вот человек, он обещает и может нарушить свое обещание по причине двух вещей. Либо из-за лживости своей, либо он правдив в своем обещании, однако немощен в его выполнении. Часто бывают в жизни такие ситуации. Он обещал, говорит, сделай, но происходят обстоятельства, не зависящие от человека, и он не способен выполнить обещанное. Таким образом, он нарушил свое обещание. Однако Аллах Субханаху ва Тааля, Он правдив. Раз Он сказал, значит, это истина. И Он всемогущий, аля кулли шайин кадир, на всякую вещь мощен, который способен выполнить свое обещание. И раз Аллах обещал, никто не способен будет этому воспротивиться или как-то помешать осуществлению этого обещания. Ва'д Аллахи хакка, обещание Аллаха истинное. Ва хуа аль-азизуль хаким. И Он, Аллах, аль-азиз, и Он аль-хаким. Здесь Аллах Субханаху ва Тааля называет себя двумя именами. Именем Аль-Азиз и именем Аль-Хаким. Что же означают эти имена? В первую очередь, имя Аль-Азиз можно перевести как могущественный, великий. Однако сам смысл этого величия, могущества в отношении Аллаха Субханаху ва Тааля ученые, толкователи Корана, они говорят, что могущество Аллаха заключается в трех вещах. То есть изза, могущество, гиззат, по-татарски мы тоже говорим. Изза, могущество Аллаха заключается в трех вещах. Первое, изза, могущество, величие в своей сущности, в своем положении. Он могуществен, Он велик, Он совершенен. То есть величие в своей сущности. Величие во всех своих качествах, во всех своих действиях. Он велик и могущественен. Второе – это могущество и величие в подчинении своих творений. Он могуществен и Он велик, и каждое творение Его подчинено Ему. Никто не способен и ничто не способно воспротивиться Его решению, воспротивиться Его предопределению, воспротивиться Его могуществу. Значит, могущество Его также возвращается к подчинению. Он покоряет, Он подчиняет свои творения, и никто не способен воспротивиться этому. И третье, могущество, величие Аллаха, аль-Изза, это в отсутствии недостатков в Его качествах. Как в арабском языке называют землю, которая твердая, жесткая, неплодородная, которая даже не впитывает воду в себя, называют ее аза, от слова тоже изза, то есть жесткая, твердая. И в этом значении Аллах Субханаху ва Тааля азиз, то есть Он тот, к которому не прикасаются никакие недостатки.
Все его качества, они совершенны, в них нет никакого недостатка. И ничто не способно, как бы то ни было, Аллаху Субханаху ва Тааля навредить, как бы то ни было, помешать его решению. Ведь он Аль-Азиз. Значит, Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит Аль-Азиз, могущественный, могущество заключается в трех вещах. Первое – это могущество его сущности. Он совершенен. Второе – могущество покорения и подчинения. Все творения подчинены ему, и ничто не способно воспротивиться его решению. И третье – могущество, величие в отсутствии недостатков. То есть ничто не способно ему навредить, и нет в нем никаких недостатков. И он Аль-Азиз, могущественный, великий. Второе же имя, которое здесь упомянуто, Аль-Хаким. Хаким. Слово Аль-Хаким, имя Аль-Хаким, оно производно от двух смыслов. Одно из них – хукм, решение, другое – хикма, мудрость. И когда говорится Аллах Субханаху ва Тааля Аль-Хаким, означает Он тот, кто выводит решение, хукм выводит, хукм шигара дебейта выстатарша шулайбейт, хукм выводит, и у его эти решения, которые выводят, они основываются на хикме, на мудрости. Аллах Субханаху ва Тааля Аль-Хаким, Он тот, который выводит решения, и решение его основывается на его хикме, на его мудрости. Что касается решения хукм, то хукм, решения, они делятся на два типа. Решения, которые принимает Аллах Субхану ва Тааля, первое решение – это решение касаемо мироздания, касаемо существования, жизни. Он решает, кому дать жизнь, у кого забрать жизнь. Он решает, кому одарить величием, а кого лишить этого величия. Он решает, кому дать богатство, у кого забрать богатство, кому дать потомство, у кого забрать потомство, кому дать знания, у кого забрать знания, где направить осадки, дождь, снег, град, а где лишить этого места и установить там засуху и голод. То есть вот эти решения называются хукм кауни, решение касаемо мироздания, событий этого мира. Второй вид решений, хукм шар'и, это решение касаемо законодательства религиозных положений. Что является халяль, что является харам, дозволено, запретно. Фарз обязательно, мубах желательно. То есть вот эти религиозные шариатские решения, это тоже вторая сторона решений Аллаха Субхану ва Тааля. И все оба этих видов решения, как касаемо этого мира, событий, происходящих здесь, также решения касаемо законодательства шариата, все они исходят от чего? От хикма, от мудрости Аллаха Субханаху ва Тааля. Значит, что бы ни происходило в этом мире, какие бы бедствия, какие бы события, это все по мудрости Аллаха Субханаху ва Тааля. И порой не всегда человек изначально может понять эту мудрость. Однако постепенно, по истечении времени, несомненно, мудрость эта будет выявлена. И также касательно шариатских законодательных решений Аллаха Субханаху ва Тааля, они тоже исходят от хикмы, от мудрости Аллаха. Он что-то запретил не просто так. Не ради забавы он это запретил, а запретил по своей мудрости, ведь в этом запретном либо есть вред, либо вред его превышает пользу его. И также что-то обязано, сделал Аллах обязательным не просто так, не ради забавы, а значит, в этом есть благо и польза для тех, на кого это обязательство возложено. Таким образом, имя Аль-Хаким Аллаха Субханаху ва Тааля дает нам следующее значение. Аль-Хаким, он, который выводит решение хукм, и выводит решение, опираясь на своей мудрости, исходя из своей мудрости. И эти решения могут касаться как дел мироздания, и также могут касаться религиозных положений. И все это согласно мудрости Аллаха Субханаху ва Тааля.
Каждое имя по отдельности значение мы разобрали. Аль-Азиз, могущественный, Аль-Хаким, принимает решение, мудрый. И когда эти два имени вместе приходят, есть такое правило в Коране, касаемо имен Аллаха Субханаху ва Тааля, что каждое имя по отдельности имеет свой смысл. Но как мы часто можем заметить, когда читаем Коран, Аллах Субханаху ва Тааля имена некоторые приводят парами. Как, например, здесь он говорит «Ва хуа аль-азизуль хаким», он могущественный, мудрый. Каждое имя по отдельности дает смысл. И когда они вместе приходят, из этого выходит дополнительный смысл, мудрость. Какая же мудрость, какой же смысл в сочетании имени могущественный и мудрый? То, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он мудрый, и Он способен эту мудрость свою воплотить в своих решениях. И это лишь Аллах Субханаху ва Тааля. Это качество ему присуще. Ведь часто бывает, если взять людей, человек может быть мудрым, преисполненным мудрости, знанием, но у него нет могущества, силы на что-то повлиять. Он знает, что там делают неправильно, ошибаются, идут неправильным, заблудшим путем, но он не может на этих людей никак повлиять. Почему? У него нет могущества, у него нет изза. У него есть хикма, мудрость, но нет у него изза, могущества, чтобы что-то изменить, чтобы эту мудрость воплотить в жизнь. И также, может быть, иногда наоборот, у человека есть изза, сила, могущество, но у него нет чего? У него нет мудрости. У него, может, даже нет знания абсолютно, Но он своим силой, своим могуществом, своей настырностью достиг какой-то степени. У него есть влияние на людей, но абсолютно нету никакой мудрости. Он может натворить определенных делов. Аллах Субханаху ва Тааля, Он Аль-Азиз, Он могущественный, и Он Аль-Хаким, мудрый. То есть Он обладает мудростью и силой, и могуществом, чтобы эту мудрость воплотить в своих решениях. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Они пребудут в этих райских садах вечно, согласно истинному обещанию Аллаха, ведь Аллах, Он могущественный и Он мудрый, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Что же такое мудрость? Мы этот момент не затронули, Мы часто используем это слово мудрость, хикмет. Нужно быть мудрым, нужно обладать хикма. Хикма, мудрость, это умение поставить вещь на подобающее место. Очень простое определение дают ученые. «Вадау шейи фи маудаихи». Это поставить вещь в соответствующее этой вещи место. Вот это и есть мудрость. Как же это в жизни воплощается? Очень просто. В какой-то определенной ситуации мудрый человек умеет сказать соответствующие этому положению слова. Сделать действия, которые соответствуют этой ситуации. Либо конкретные действия, либо же именно то действие в определенном образом, в определенном облике. И вот этот человек называется мудрым. То есть, когда он ставит действия, свои слова, они уместны, и они соответствуют той или иной ситуации. Из предыдущих аятов, дорогие братья, извлекается множество польз, и одну из них упомянем, как мы на протяжении уже пары лекций читали. Аллах Субханаху ва Тааля чередует упоминание верующих, тех, которым уготовано великое блаженство и наслаждение и милость Аллаха, и затем упоминает тех, которые противоположны им, что их ждет азабун мухин, унизительное наказание, или азабун алим, тяжелое наказание, болезненное наказание. И таков метод Корана, это табшир, то есть
с одной стороны, Коран, он радует людей, он их побуждает к совершению благих поступков, он им сообщает о том, что ждет тех, которые совершают благие дела, добрые поступки, и в то же время Коран, он устрашает людей, он предостерегает людей о том, что будет, если человек ослушается Аллаха, оставит его повеление или же, наоборот, начнет поступать и совершать его запреты. И в этом есть великая мудрость. Ведь если человека перестать пугать, а говорить лишь о хорошем, о благом, и всегда лишь говорить: ничего не переживай, все простится, да, тебя ждет в жизни впереди лишь все самое лучшее и лучшее, у человека начинает преобладать сторона раджа, надежды. И к чему это приводит? Это, несомненно, приводит к легкомысленному отношению к повелениям Аллаха Субхану ва Тааля. А если же, наоборот, человека постоянно пугать, при этом абсолютно ничем из добрых, из благих вестей не обрадовать, это к чему приводит? Что у человека, над человеком возобладает страх. А чем чреват страх? Страх чреват тем, что человек может вообще полностью оставить это дело. Он скажет: а что в этом хорошего? Он просто устанет от этих устрашений, и человек может просто оставить религию. Вылететь из религии подобно тому, как стрела вылетает из лука. Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля всегда упоминает, чередует, устрашает и тут же сообщает о благой вести, чтобы человек балансировал между двумя этими чувствами – страх и надежда. Это подобно крыльям птицы, как говорят ученые, что страх и надежда – это эти чувства, которые подобны крыльям птицы. И чтобы птица летела ровно, должен быть баланс между двумя этими чувствами. Если одно преобладает, то начинает птица крениться. Да? И поэтому, в зависимости от того, какое чувство преобладает, необходимо прибавить обратную сторону. Далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Аллах говорит: خلق السماوات بغير عمد ترونها. Он сотворил небеса без видимых столбов, опор. Халака самавати, то есть вот эти великие творения, которые мы видим на небесах, звезды, луна, да, они без каких-либо опор. Это великое творение, великое строение, оно не нуждается абсолютно ни в какой опоре. Аллах Субхану ва Тааля таким образом их сотворил, что является доказанием Его могущества и Его величия. И далее: وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. И Он воздвиг на земле أَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, горы. Для чего? أَن تَمِيدَ بِكُمْ, чтобы она, эта земля, на которой вы находитесь, не колебалась. Он воздвиг на земле горы, чтобы эта земля не колебалась вместе с вами. И вот эти слова Аллаха Субхану ва Тааля, это одно из чудес Корана, из научных феноменов, так называемых. То есть это сообщение было 1500 лет назад, и лишь в начале 20 века стало известно, что горы выполняют определенную функцию по стабилизации земной коры, чтобы она была непоколебимой, и мы смогли бы жить на поверхности этой земли. И более того, в других аятах Аллах Субханаху ва Тааля горы называет колышками, кольями. И опять-таки лишь в прошлом веке было открыто, что горы, помимо того, что возвышаются над землей, они имеют еще что? Они погружаются в нее. И эти погружения, корни гор, они порой могут раз в 10 и 15 быть длиннее, чем
та часть, которая находится над землей. И таким образом выяснилось, что горы являются чем? Это некие колья, которые вбиты в землю для того, чтобы земля не колебалась. От сколько лет этой информации? 1500 лет. Сказано об этом свойстве гор в Священном Коране. Могли это тогда знать? Конечно же нет. И подобных чудес Корана очень много. Информация, которая содержится в Коране, да, определенные научные факты, которые были открыты лишь спустя столетия, а то и больше 1000 лет. Это, несомненно, указывает на то, что слова эти не слова человека, который жил посреди пустыни 1500 лет назад, да, в местности, где даже не было своей государственности, был племенной строй и абсолютно человек, который даже не умел читать и писать. И человеку, который ищет истину, он, несомненно, найдет эту истину в Коране. Ведь в Коране огромное количество доказательств тому. И далее Аллах говорит: وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ. И Он расселил на земле мин кулли дабба, разные виды животных. Расселил на земле разные виды животных. Дабба, животное, в арабском языке это все, что движется по земле. Будь то на 4 ногах, на 2 ногах, на лапах, либо на своем брюхе ползает. Все это называется в арабском языке дабба, животные. Даже различные насекомые и так далее, это тоже называется все дабба. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит, Он расселил на земле огромное количество животных. И действительно, это сколько сотен, тысяч видов различных творений существует на земле. И порой человек может задаваться, для чего они нужны. Понятно, есть животные, которые приносят пользу человеку. Мясо которых мы вкушаем, кожу которых мы используем при изготовлении обуви, одежды и так далее, шерсть. А есть животные, которые, например, вредны, хищники, убийцы. И вот тут интересно, если углубиться в эту тему и почитать в книгах толкований Корана, Тафсира, ученые очень интересно это все раскрывают. Лишь некоторые моменты затронем, например, для чего нужны хищные животные. И животные, которые могут навредить человеку, которые могут искалечить, убить его. В этом есть некая мудрость, устрашения человека. Что Аллах Субханаху ва Тааля посредством них внушает в человека чувство страха. И человек начинает осознавать, понимать, что есть некие творения, которые могут навредить ему. И Аллах Субханаху ва Тааля, который сотворил в этом мире такие животные, которые могут невообразимыми образом искалечить человека, то его обещанное наказание в день суда, в ахирате, в аду, оно тем более истинное и куда более устрашающее. Таким образом, эти хищные животные, они устрашают человека и внушают чувство страха ему. Напоминают о наказании Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И также насекомые, мухи, комары, тоже интересные притчи приводят в книге Тафсира этого аята, что был царь высокомерный, надменный, и сидя в окружении неких знающих людей, он задался вопросом, вот вы говорите, что в этом мире все неспроста, для чего нужна муха? Или комар? И ему ответили, она нужна для того, чтобы унижать таких надменных людей, как ты. Как понять унижать? Какой бы ты ни был царь, король, муха может не дать тебе заснуть. Что это за муха? Где царь, правитель, и где муха? Муха залетела, и ты не можешь заснуть, весь сон у тебя пропадает. То есть, таким образом, вот этот надменный человек, который себя считает, как говорят, пуп земли, что все вокруг него подчиняются, какая-то муха приходит и показывает ему, кто он на самом деле есть. Лишь мискин, бедный,
раб Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в котором нет ни капли величия. Раз даже некое насекомое способно человека унизить. И таким образом вот ученые выводят очень много интересных польз. Для чего такое разнообразие животных, различных, насекомые, хищники и другие различные виды? В первую очередь, все это показывает, насколько велик Аллах Субханаху ва Тааля, что Он сотворил столько разнообразия своих творений. И далее Аллах говорит: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. И мы ниспослали с неба воду, и взрастили посредством нее всякие благородные виды растений. Мы ниспослали с неба воду, и взрастили посредством нее всякие благородные виды растений. Здесь Аллах Субханаху ва Тааля напоминает, до этого было упоминание о животных, а здесь же растения. Тоже мы растения никогда не задумаемся, сколько этих видов растений. Для каких целей только мы их не используем. От определенных болезней, от определенных недугов, внутренних, внешних, порезы и так далее, и так далее. Это же есть благо Аллаха Субханаху ва Тааля, о котором мы даже иногда не задумаемся. Заболели зимой, чай заварили с Мариной. А шукр, благодарность Аллаху Субханаху ва Тааля за это сказали. Что человек, ты лежишь, у тебя голова раскалывается, тело все ломит, температура по 39, и ты используешь в качестве лекарства те блага, которые Аллах Субханаху ва Тааля тебе взрастил на этой земле. И порой человек даже забывает благодарить Аллаха за это. Субханаллах. И последний аят Аллах говорит: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Это есть творение Аллаха, Аллах говорит. Все, что было упомянуто, небеса без видимой опоры, горы, которые удерживают землю от колебаний, разновидности растений, дождь, который не сходит с небес, животные. Все это говорит, все, что вы видите, это многообразие, это есть халькуллах, творение Аллаха. Все это сотворил Аллах Субханаху ва Тааля. فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. Так теперь покажите же, что сотворили те, к которым вы обращаетесь помимо Аллаха. Это очень сильный аргумент. Против тех, которые обожествляют кому-то помимо Аллаха, которые обращают свои мольбы, надежды кому-то помимо Всевышнего Творца Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах говорит: если вы к ним обращаетесь, если вы к ним вызываете своими мольбами, верите, что они вам принесут пользу или отдалят от вас зло, приведите, что же они сотворили. Все, что вы используете, все, что вы видите, разновидности растений, животных, еду, все это создал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. А что создали те, к кому вы взываете помимо Аллаха? Ответ, конечно же, ничего. Все это творение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, Творца небес и земли. В другом аяте Аллах говорит: «Инна аллазина тад'уна мин дуни Аллахи ла яхлуку зубабан валау иджтама'у лах». И те, к которым вы взываете помимо Аллаха, не способны сотворить и мухи, если бы они вместе даже собрались на это дело. Никто не способен. Ведь хальк, творение, это сотворение из ничего, из пустоты. Это качество присуще лишь Аллаху Субхану ва Тааля. Что бы человек ни делал, что бы он ни изобретал, что бы он в этом мире не строил, все это посредством использования тех материалов, которые Аллах Субхану ва Тааля в этом мире установил. Однако, кто способен из пустоты что-то сотворить? Никто. Лишь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. «Бали ظалимуна фи далали мубин». Однако, беззаконники, несправедливцы, они в явном заблуждении, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Ал-залимун», беззаконники или же несправедливые. Почему эти люди названы несправедливыми? Те люди, которые обращаются к кому-то помимо Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля ширк, многобожие, назвал великой несправедливостью. «Инна ширка ля-зульмун азим». Воистину ширк, многобожие, это есть великая несправедливость.
В чем же несправедливость? В том, что человек, совершающий ширк, он ставит творение на один ряд с Творцом. Он обожествил, например, другого человека, воздвиг его до какой-то божественной степени и стал преклоняться перед этим человеком, обращаться к нему своей молитвой. Или обожествил некое животное, обожествил некое небесное тело, или же обожествил некие явления природы. Что он тем самым сделал? Эти все вещи, люди, животные, явления природы, небесные тела, что это? Это творение Аллаха. И когда человек обожествляет эти творения, он таким образом ставит эти творения на один уровень с кем? С Творцом, который все это создал. И разве это не является несправедливостью? Разве это не является явной ошибкой, заблуждением, как об этом сказал Аллах Субханаху ва Тааля в Коране? На этом завершим. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.